Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Документ, который направлен на повышение качества жизни якутян, стратегию развития арктической зоны Якутии утвердил глава региона. Минкультуры республики разрабатывает меры для возобновления работы кинотеатров Якутии. Сегодня медовый спас. Местный пчеловод с почти 40-летним стажем поделился секретом вкусного меда. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение главы Якутии Айсена Николаева о продлении на Дальнем Востоке механизма выравнивания тарифов на электроэнергию. Оно прозвучало в ходе совещания по вопросам электроэнергетики и газификации Дальневосточного федерального округа. Руководитель региона сообщил, что если этот механизм не будет продлен, то в арктической зоне Якутии цены вырастут значительно. По словам Айсена Николаева, по крайней мере, этот шаг позволит избежать кратного роста цен на водоснабжение и водоотведение и более чем на 60% на услуги по теплу. Михаил Мишустин пообещал, что этот вопрос правительство страны рассмотрит в самое ближайшее время. Стратегию развития арктической зоны Якутии утвердил глава региона Айсен Николаев. Документ нацелен на повышение качества жизни якутян, проживающих в арктических районах. Социально-экономическое развитие Арктики будет строиться по 5 векторам развития: социальному, промышленному, транзитному, экологическому и инновационному. Все это подразумевает модернизацию аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян, развитие образования и медицины. Еще одно важное направление – это развитие научного потенциала. Речь идет о создании научного образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» и формировании в поселке Тикси Международного центра научных исследований. Над созданием стратегии работали ведущие федеральные и региональные научные эксперты, органы власти. Свои предложения также внесли общественники и жители арктических районов. Важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики является развитие промышленности. Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная массодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной и газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться, я бы даже сказал, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера. Что мне понравилось в данном документе, то, во-первых, это стратегический документ. Он базовый, он основополагающий, он создает условия для развития, можно сказать, всех видов деятельности, всех сфер деятельности и так далее. Я как экономист выделил бы такой аспект, как методология проектного управления. Потому что в развитии экономики мы часто шатались, такой путь взять или другой путь взять и так далее. Здесь четко написано. Вот, например, какая-то цель ставится, определяются ресурсы, определяются сроки, риски, считается окупаемость программы, привлекаемые инвестиции. Это очень важно для республики и не только для самого региона, но еще для других регионов, которые учатся у передовых территорий, потому что Республика Саха является одним из лидирующих регионов России в плане правовом. Есть много примеров того, чему может республика научить своих коллег северных. Это очень важный документ, который наконец-то определяет приоритетные направления развития региона на практически 15 лет вперед. Среди таких направлений мне понравилось, что наконец-таки сказано о таком очень важном движении, как зеленой экономики, но в плане энергообеспечения северных регионов. Что касается тоже положительного для меня как эксперта и представителя научного сообщества, то это очень большой акцент на развитие транспорта. Для Момского района, я думаю, большое значение имеет, потому что
Момский район на самом деле среди арктических районов значится как самый труднодоступный, потому что мы находимся в зависимости от транспортной зависимости. У нас только действует автозимник, и летнее время у нас только воздушное сообщение. Поэтому, я думаю, при развитии транспортного направления мы будем ставить вопросы о том, чтобы с Амиконского района через село Сасыр мы имели круглогодичное дорожное сообщение. Мы ожидаем все-таки развития новых направлений промышленности. Для этого еще одним хорошим стимулом будет строительство оптоволоконной сети Донабарского района. Это к концу 2023 года до РНХИ мы должны вот это дело решить. Поэтому с переходом новой интернет-связи, конечно, развитие района большой импульс будет. Еще 65 человек заболели COVID-19 в Якутии. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба республики Ольга Балабкина. По-прежнему больше всего инфицированных в Якутске 41 человек. Остальные случаи в районах республики: 9 в Верхневилюйском, по 4 в Алданском и Вилюйском, по 2 в Ленском и Нерюнгринском и по 1 случаю в Горном, Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах. Все контакты выявлены и изолированы. За минувшие сутки зарегистрирован 1 летальный случай. О текущей ситуации с распространением COVID-19 в Алданском районе расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. В Алданском районе ситуация по коронавирусу не вызывает особых опасений. Возникают единичные случаи выявления заражения COVID-19. Оперативную информацию нам доложит заместитель начальника Алданского Роспотребнадзора Альбина Серова. Альбина Иннокентьевна, какова ситуация у нас? На вчерашний день в инфекционном отделении находится на лечении 36 больных, в провизорном отделении 9. Всего под медицинским наблюдением находится 91 человек. Но ситуацию в целом совсем сказать нельзя, что она спокойная. Действительно, у нас ежедневно выявляются лица с положительными результатами на ковид, у которых отсутствует симптоматика заболевания. Эти бессимптомные носители, они опасны для окружающих, и поэтому должны соблюдать самоизоляцию во время прохождения амбулаторного лечения на дому. Поэтому режим ограничительных мероприятий по республике продлен до 28 августа. Масочный режим никто не отменял. Соблюдение социальной дистанции тоже. Поэтому большая просьба к населению нашего района все-таки заботиться о своем здоровье, как-то помогать медикам уменьшить распространение этой инфекции. То есть в общественные места хотя бы, в общественный транспорт заходить и в масках. Вот такая у нас ситуация на сегодня. Ну и хочется добавить, что если вы, конечно, не соблюдаете ограничительные меры и не заботитесь о себе, позаботьтесь хотя бы о ближнем. С сегодняшнего дня в Якутии разрешены занятия спортом на уличных площадках и стадионах, но при условии соблюдения дистанции между людьми не менее 4 метров. Также возобновляют работу тренажерные залы и фитнес-клубы, но только при соблюдении аналогичных норм социальной дистанции. Вместе с тем, остальные ограничения по коронавирусу на территории республики продлены до 28 августа. Минкультуры Якутии разрабатывает меры для возобновления работы кинотеатров республики. Частные кинотеатры, например, столичные, Синема-центр, Азия, Лена и другие, в целом готовы встретить зрителей. Предписания Роспотребнадзора выполнены, закуплены обеззараживающие лампы, антисептические средства, нанесена разметка. При этом есть угроза, что часть кинозалов, преимущественно в районах, может в ближайшее время не вернуться к работе. По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, необходимо сделать все, чтобы кинозалы были открыты для зрителя. Ведь зачастую это самые популярные объекты культуры в селах и малых городах. Ведомство сегодня выявляет проблемные вопросы каждого муниципального кинозала, чтобы постепенно возвращать их к работе. В настоящее время около 30 регионов России возобновили кинопоказ. К сожалению, Якутия в число не входит, но это связано с тем, что в этих регионах уже объявлен 3-й этап снятия ограничений.
К сожалению, у нас эпидемиологическая ситуация еще не настолько улучшилась. Мы в настоящее время проводим информационную работу с нашими кинопрокатчиками, с тем, чтобы они смогли воспользоваться необходимыми мерами по поддержке. И, кроме того, мы в настоящее время информируем их обо всех требованиях, которые возлагаются на учреждения по обеспечению безопасности работников учреждений и посетителей. И надо сказать, что большинство из учреждений кинопроката готовы к тому, чтобы начать кинопоказ и обеспечить работников всеми необходимыми средствами. Онкологи Якутии и Санкт-Петербурга обмениваются опытом. В столице региона прибыли ведущие онкологи страны, врач-генетик, профессор Евгений Именитов и директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Алексей Беляев. В программе визита осмотр молекулярной диагностической лаборатории. Ее основная задача – выявление наследственных мутаций, приводящих к росту раковых образований. Врачи будут сотрудничать в области диагностики онкологических заболеваний. Совместная работа, мы, конечно, ожидаем улучшения оказания качественной медицинской помощи онкологическим пациентам, улучшения доступности и, конечно же, широкое использование новых инновационных препаратов в практической деятельности. Исполняющий обязанности первого зампреда правительства региона Кирилл Бычков осмотрел застраиваемые жилые кварталы города Якутска. Он отметил, что в регионе остро стоит вопрос комплексной застройки территорий. Необходимо сносить ветхие дома и на их месте возводить новые. Помимо этого, есть и проблемы подключения к коммуникациям. Например, для застройки 112-го квартала нужно снести двухэтажные дома на Борисовке 3. На их месте построить 10 многоквартирных жилых домов. А вопросы по водоснабжению и теплоснабжению остаются нерешенными. По кварталу 9А застройщики не могут пройти экспертизу из-за введенной ранее при аэродромной шумовой зоны аэропорта, которая ограничивает постройку высотных зданий. На этом месте должны построить 30 тысяч квадратных метров жилья. Мы сегодня 4 ДРЗТ объехали, посмотрели на каждом из них, какие проблемы, как их решить. Подключили всех заинтересованных лиц, все организации, которые сейчас будут принимать участие по ряду. Из этих вопросов я ставлю на ближайшее время совещание, буду проводить со всеми задействованными здесь ведомствами для того, чтобы решать точечно вопросы по каждому застройщику, по каждому ДРЗТ. Там, где республика может оказать содействие, мы будем сейчас эти процессы ускорять. Якутск может остаться без общественного транспорта. В июне в редакцию нашего телеканала обратились обеспокоенные руководители автобусных маршрутов. По их словам, страховые компании отказали водителям в продлении полиса ОСАГО. Ситуация разбиралась наш корреспондент Саргалана Неустроева. Более месяца с момента выхода последнего сюжета наша съемочная группа следила за развитием событий. Тем не менее, долгое время страховые компании продолжали отказывать в продлении полиса ОСАГО водителям автобусов. Более того, теперь застраховаться не могут даже большегрузные авто. Эта проблема стала неделю назад. Хотел застраховать один из автомобилей, получить ОСАГО. Прошел техосмотр, как обычно. По результатам техосмотра приехал в страховую компанию. Страховая компания говорит, что не делают. Следующий страховой поехал, тоже не делают, отправляют в Росгосстрах. В Росгосстрахе говорят, что застраховаться можно только через месяц, то есть в конце сентября, даже почти 2 месяца. Сотрудники компании не дают никаких пояснений. Официальную причину отказа в страховании выяснить так и не удалось. Информация появляется только на уровне слухов. Якобы в скором времени ожидается повышение тарифов, а пока страховые компании просто тянут время и действуют в интересах собственной выгоды. Сейчас перевозчики столкнулись с тем, что им отказывают по причине того, что риски слишком большие, то есть пострадавшие непосредственно пассажиры, пострадавшие сами автотранспортные средства, случаи с ДТП с пассажирами увеличились по общей статистике. Поэтому страховые компании мотивируют это как основание отказа. Отказ, заявленный в устном порядке, не является правовым, то есть необходимо требовать выдачу именно письменного отказа, в котором мотивировано со ссылками на нормы права обозначено, почему ваше автотранспортное средство, будь это автобус или грузовой автомобиль, отказываются страховать.
То есть чем это мотивировано? Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства. Если вы не достигли договоренности со страховой компанией и считаете, что ваши права нарушены, обратитесь с заявлением в интернет-приемную Банка России в электронном виде или направьте письменный запрос в отделение Банка России по адресу город Якутск, улица Кирова, 17. За необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО в соответствии с федеральным законодательством для страховщиков предусмотрена административная ответственность. Очевидно, что неправомерность собственных действий начинают понимать и страховые компании. С недавнего времени водителям автобуса все же удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Немножко пошли по другому пути. Мы стали заполнять заявление. Приложение 2 431 закона о договор страхования, заявление на страхование гражданской ответственности лиц, кто имеет транспортные средства, заполнили и отправили в страховые компании по входящим сообщениям. С компании ВСК мне позвонили и сказали, что мои документы взяли на то, чтобы на регистрацию, и вот дальше жду от них ответа. Антон Марданов буквально проторил тропу для тех, кто оказался в подобной ситуации. А ведь пострадать могут не только предприниматели, но и обычные граждане. К счастью, дело, очевидно, подходит к концу. Слишком много внимания к себе привлекли те, кто ради наживы готовы пожертвовать общественным благополучием. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Осенний сезон охоты на пернатую дичь начнется в Якутии уже завтра. Отметим, что летне-осенняя охота по группам улусов делится на болотную луговую дичь и боровую дичь. Охота разрешена до 20 октября. Всех охотников призываю соблюдать правила охоты. Во всех территориальных подразделениях Министерства экологии осуществляется выдача разрешений. В городе Якутске выдача разрешения осуществляется в 3 пунктах. Это Якутским комитетом Госэконадзора на 202 микрорайоне, корпус 18/2, дирекции биологических ресурсов на улице Свердлова, 14 и проспекте Ленина, 22. Сегодня Медовый Спас – этот праздник первый в череде церковных дат, когда верующие приносят в храм плоды своих трудов. В Якутии, несмотря на короткое северное лето, тоже собирают медовый урожай. Наш корреспондент Агафья Гоголева побывала на пасеке пчеловода с почти 40-летним стажем и узнала секреты вкусного, а главное полезного меда. Местный пасечник считает, что в Якутии у пчеловодства большое будущее. Объясняет тем, что в других регионах России и в Европе его коллеги испытывают трудности. Виной всему загрязнение окружающей среды и уменьшение числа растений. Пчелы очень чувствительны к изменениям в природе. Плюс их поражают вредители, от чего они начинают болеть и в итоге погибают. На Западе пчелы вымирают. У нас пока мы здесь самое чистое. И пчелы не сыпятся, а там сыпятся. Из-за экологии? Экологии. И еще в Хабаровском крае еще мед не брали. Вот знакомый там, с кем я был на форуме, у него 150 семей, слепый не взял. Поехал на разнотравие, там тоже дожди, а в дождь все вымывается, пчелы голодные. Порядка 5 тонн меда за сезон собирает Анатолий Иванович. Всего 5 сортов – падевый, березковый, весенний-майский, майский и цветочно-луговой мед. Продукт получается насыщенным и питательным за счет того, что пчелы собирают пыльцу из разных растений. В этом году фермер купил немецкую плодоносную королеву, которая отличается спокойным характером и приносит очень много меда. Там разработки, значит, они скрещивают, как говорится, она не ройливая и не такая злобливая, а работящая. А наши тоже хорошие, но они роятся. Они наши роятся. Если задумали улетать, работать не будут. Анатолий Иванович обучил своему ремеслу немало фермеров Якутии. Периодически к нему приезжают, чтобы узнать секреты пчеловодства из разных уголков мира. Анатолию Ивановичу я периодически помогаю работать на участке. Мы качаем мед, перевозим наших пчелок на острова, на луга, для того, чтобы они собирали мед. Ну и такой вот процесс работы, обучения. Каждый раз что-то познаешь новое.
Держать пчелиную ферму, по словам нашего героя, непростое и затратное дело. Чтобы мед был вкусным, улья нужно перевозить в леса, на луга. Зимой нужно держать их в помещении и соблюдать определенный температурный режим, следить, чтобы они не голодали. Пчелы требуют не столько денежных вложений, сколько знаний и времени. Придется изучить не один учебник, чтобы понять, как устроена пчелосемья, как их лечить, где поставить пасеку. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. Синоптики прогнозируют заморозки на территории Якутии в ближайшие 3 дня на западе Вилюйской группы районов и западе центральных районов региона. Ожидаются температуры от 0 до -2 градусов. В выходные на севере и западе республики небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром местами с мокрым снегом. В южных районах кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Температура ночью до +8 градусов, в низинах до -2, в северной части до -7 градусов. На этом у меня все. Не переключайтесь.